Мисал үшін канистраңыз құрғақта, а мен жақтан как положено қой бердім, сіздердің құрғақ канистраңға 50 грамм жөнеле. Визита депутатской комиссии ранним утром на этой автозаправочной станции мало кто ожидал. Причиной послужили многочисленные жалобы потребителей на недолив и качество топлива. Чуть раньше проверку провели на заправках Чуйской области. В канистре оказалось бензина чуть меньше, чем должно быть. Сегодня очередь бишкекских АЗС. Сейчас сами видите, Роснефть автозаправки обнаружено факт недолива. По их нормам, по положению запускается 25 миллилитров на 10, а здесь получается 80 миллилитров недолива. То есть превышает норму три раза. Управляющего следующей заправки уже другой сети пришлось ждать минут 10. В его присутствии произвели замеры. И снова недолив. 100 миллилитров на 10 литров. Хотя, по словам управляющего АЗС, сами вчера проверяли, и все было в норме. По идее, такого не должно было быть, да? Мы сейчас еще видео не посмотрели, ополаскивали или нет канистру. А как можно недолив самим подстроить? Это нереально, мы сами не устанавливаем дозу. Там дозаторы опломбированы, мы сами не сможем устанавливать дозу недолива. То есть это уже сама техника? Да. А как она сама? Ну, получается, дозатор это мы сами проверяем. Вот, наши техники проверяют раз в неделю. То есть мы даем команду, чтобы они устанавливали по ГОСТу. Появление контролеров и на третьей АЗС было неожиданным. Причем недолив был максимальным по сравнению со всеми предыдущими выявленными фактами. А что 80 миллилитров? По чуть-чуть, так ведь и цистерна наберется. Сегодня утром проверили 5 автозаправок. На 4 потребителей, получается, обманывали. Была бы проверка госэкотехинспекции, пришлось бы предупреждать за 10 дней. И никакой внезапности. За это время можно все дела привести в порядок. Есть и другой вариант. На основании жалоб получить предписание с Минэкономом. Тогда проверка будет внеплановой. На этот раз специалист-метролог выполнял роль независимого эксперта. В данный период, если на основании плана проверок или внеплановой проверки с нашей стороны составляется, конечно, протокол административной ответственности, статья 288 обман потребителя. Но так как сегодня мы не сможем данный период, что я являюсь только экспертом в этой рабочей группе, созданной Джигорку Генеша. И после решения Джигорку Генеша, если будут какие-то в виде письма нам, то мы можем потом принять меры. Меры – это штраф в 30 тысяч сомов и пломба на рукаве до проверки с госстандартом. Если недолив определить способ есть, то соответствует ли топливо заявленной марки, увы, и не смогли бы. Потому как полную проверку качества бензина у нас в стране осуществить невозможно. Нет лаборатории с надлежащим оснащением. В ГОСТе не прописаны все показатели. И нет техрегламента ЕАЭС. В силу он вступит лишь в 2019 году. Анастасия Соболева, Манас Бакешев, НТС.